Вы знаете, я решила, что я хочу читать новости своим нормальным голосом, и новости шепотом — это теперь в прошлом. Напряглись? Не переживайте, никуда я от вас не денусь. Начнем. На неделе в России случилось сразу два громких ареста. Во вторник все обсуждали арест помощника Рогозина в Роскосмосе Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене в пользу неких стран НАТО, одной из которых назвали Чехию. Но даже Рогозин сказал, что Сафронов не имел доступа к гостайне. Но еще до этого бывшие коллеги связали арест с его журналистской работой. Интересный нюанс, что Сафронов был в пуле президента и неоднократно проверялся в ФСО. Вся эта история пока поставлена на паузу на 2 месяца в связи с арестом Сафронова. Не успели вторник и среду пообсуждать Сафронова, как в четверг арестовали и доставили в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в убийствах и покушениях на бизнес оппонентов в далеких 2004-2005. С пятницы в Хабаровске проходят многотысячные акции поддержки губернатора. СМИ соревнуются в красноречии. Кто-то пишет, что это месть Кремля, а кто-то то, что народ выбрал убийцу. Про месть Кремля поясню. Фургал шел на выборы Купера в 2018-м техническим кандидатом от ЛДПР, а победить должен был кандидат ядра. Но на тех выборах в нескольких регионах система сломалась, и ядросы проиграли. Одним из победителей и оказался либерал-демократ Фургал. На моей памяти, а мне уже больше 18. Еще ни за одного чиновника на улице не выходило столько человек. Кроме Путина, конечно же. Во вторник Рустам Минниханов своим указом создал комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Ее возглавил вице-спикер Госсовета Марат Ахметов. Новый орган займется изучением лучших методик преподавания татарского языка, развитием полилингвального образования и взаимодействием с федеральными органами по этим вопросам. Тизден барабаста татарша сөйлеше башлыйбыз. На неделе Татарстан посетил премьер страны Мишустин. Это первый региональный выезд премьера после перенесенного коронавируса. Мишустин встретился с Миннихановым, осмотрел строящийся корпус новой инфекционки в Казани, выступил на конференции в Иннополисе, где впервые после разблокировки Телеграма выступал Илья Перекопский. Задержавшись на второй день, премьер в пятницу с визитом побывал в Алабуге, где провел осмотр кластера. Ну и в заключении премьер России и президент Татарстана дали старт строительству федеральной дороги М-12. В четверг, отвечая на вопрос президента Российской Федерации Владимира Путина, когда Башкирия сможет обогнать Татарстан, глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что это займет какое-то время, а Татарстан является в каком-то роде учителем для Башкортостана. Вслед за этим карманный карикатурист Башкирии нарисовал свое видение этого процесса. Но я хочу напомнить различного рода шутам, что догонять надо не в остроумии и пиаре, а показывать рост делом. Сегодня 13 июля, а значит, до выборов президента Татарстана осталось ровно 2 месяца. Надеюсь, каждый из вас уже определился, за кого будет голосовать. Спокойной ночи, взрослыши.